Смерть задержанного в Вагдате. Россия снова усложнит жизнь трудовым мигрантам. Зять Рахмона назначен послом в Турции. Москвичка сняла намаз на детской площадке. Суд города Вагдата начал процесс над бывшим сотрудником полиции капитаном Хушвактом Файзулло-Зада. Он обвиняется в халатности, приведшей к смерти 31-летнего задержанного Мехроджиддина Гадозода. Родственники убитого утверждают, что он умер, не выдержав жестоких пыток. Об этом 3 июля сообщила радио Азади. Как удалось выяснить корреспонденту Азади, суд над Хушвактом Файзулло-Зада начался 2 июля, однако в зал заседания журналисты допущены не были. По материалам уголовного дела 1 апреля житель Вагдата Мехроджиддин Гадозода был задержан сотрудниками отдела внутренних дел города Вагдата по обвинению в совершении кражи. После нескольких часов сотрудники правоохранительных органов сообщили родным задержанного о его смерти. Как утверждают они, Мехроджиддин Гадозода якобы выбросился из окна 3-го этажа, чтобы избежать уголовной ответственности. В свою очередь, адвокат семьи убитого Салимджон Сайфуллоев усомнился в результатах экспертизы. Относительно результатов экспертизы по уголовному делу хочу отметить, что на ногах, ребрах и плечах Мехроджиддина повреждений не обнаружено, что свидетельствует о несоответствии судебно-медицинской экспертизы обстоятельствам дела, так как у человека весом 75-80 кг, упавшего с высоты 9-10 метров, обязательно были бы травмы ног и ребер. У него есть физические травмы лица и шеи, которые могут возникнуть, когда человека тащат по полу, считает юрист. Примечательно, что подсудимый сотрудник милиции во время проведения следственных мероприятий не был заключен под стражу, а находился под подпиской о невыезде, хотя потерпевшая сторона неоднократно выражала протест в связи с этим. Напомним, что таджикские правозащитники регулярно бьют тревогу по поводу того, что выбивание показаний через пытки является неотъемлемой частью механизма работы таджикских силовиков. 1 июля Путин подписал закон номер 274 о внесении изменений в законодательство о миграции, который явно дискриминирует трудовых мигрантов. Согласно нововведению, мигранты обязаны каждые 3 месяца сдавать анализы на отсутствие ВИЧ и 8 инфекционных заболеваний. Об этом 1 июля сообщило информагентство ТАСС. В свою очередь, активисты в Facebook-странице «Мы мигранты» привели подробности нового закона. Мигрант должен каждые 3 месяца проходить медицинское освидетельствование об отсутствии в организме наркотических или психотропных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ, а ПЦР-тест сдавать вообще должен каждые 3 дня. Это не было возможно, просто закон приняли до 15. Причем сдавать все эти анализы мигранты должны будут исключительно в так называемых региональных уполномоченных организациях, типа ММЦ Сахарова, известных своими явно завышенными ценами и с унижающим отношением к трудовым мигрантам. Работодатели таким образом, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. Напомним, что совсем недавно СМИ сообщили о том, что российские власти обдумывают возможность введения налога в размере 1% на все трансграничные денежные переводы физлиц, в том числе миллионов трудовых мигрантов из Центральной Азии. По расчетам экономистов, введение данного налога может принести в бюджет РФ дополнительные $400 миллионов ежегодно. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего зятя Ашрафджона Гулова новым послом Таджикистана в Турции. Об этом 5 июля сообщило агентство Хавар. Гулов является мужем 4-й дочери президента страны Парвины Рахмоновой. Как отмечено в сообщении, Гулов заменил на этом посту Махмадали Раджабион, который был отправлен на пенсию. Следует отметить, что до своего назначения послом Гулов работал в центральном аппарате МИД Таджикистана. Сама дочь Эмомали Рахмона, Парвина Рахмонова, возглавляет один из департаментов Минздрава Таджикистана. Вячеслав Викторович, искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. Наблюдатель отмечает, что все члены семьи Эмомали Рахмона либо занимают высокие посты в правительстве, либо монопольно владеют различными прибыльными отраслями таджикской экономики.
Так, сын президента Рустам Эмомали занимает пост спикера Верхней палаты парламента и мэра столицы, по сути являясь вторым по значимости человеком в стране. Дочь президента Азада Рахмон является главой администрации своего отца. Муж Азады Рахмон, Джамаледдин Нуралиев, занимает кресло первого заместителя председателя Национального банка Таджикистана и, кроме того, считается владельцем компании IRS, занимающейся обслуживанием единственной платной автодороги Душанбе-Худжанд-Чанак. Примечательно, что компания IRS полностью освобождена от уплаты всех видов налогов. Зарифбек Давлатов, муж еще одной дочери президента, Тахмин Рахмон, является фактическим монополистом рынка продажи авиабилетов, занимается строительным бизнесом, импортом автомобилей и золотых украшений, курирует таможенную сферу и контролирует самый большой в Душанбе оптово-розничный рынок – Корвон. В качестве примера также можно привести таджикскую алюминиевую компанию «Талка», которая находится в руках шурина президента Хасана Асадулло-Зада, который по совместительству является главой Орион-банка. Также нельзя не упомянуть еще одного зятя президента Шамсулло Сахибова, который владеет бизнесом в банковской сфере, сетью автошкол и медицинских лабораторий, а также занимается торговлей ГСМ, добычей полезных ископаемых, включая золото, фармацевтикой и так далее. Во многих из этих отраслей компания Сахибова является монополистом. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев Фароза, но... 3 июня 2021 года. Москвичка сняла на детской площадке момент совершения намаза трудовым мигрантам. Соответствующая видеозапись появилась 5 июля на YouTube-каналах, в частности на телеканале 360 градусов. Еще раз говорю, пожалуйста, любезнейшие, это даже неуважение к Аллаху. Отойдите, пожалуйста, на... На кадрах видно, как женщина в грубой форме требует от мусульманина перестать молиться на детской площадке, называя это неуважением к Аллаху. Данная видеозапись вызвала бурное обсуждение в соцсетях, причем большинство россиян высказались в защиту трудового мигранта. Телеканал 360. Почему вы не показываете, как в парках Москвы распивают алкоголь несовершеннолетние дети? Задается вопросом пользователь под ником «Всем мира и добра». Другой пользователь под ником Резак Он прокомментировал видео словами: «Зато там можно пить и бухать, а дети пусть научатся». Строение 2. Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке. Он меня не слышит. В нашей стране это не приветствуется.